На сегодняшний день в Ухте находится более 60 граждан ДНР, ЛНР и Украины. При городской администрации создана рабочая группа, которая оказывает поддержку беженцам. В ее составе представители всех ведомств, задействованных в оказании соцуслуг. Главная задача на местном уровне – оперативно решать проблемы прибывших в Ухту жителей независимых республик. С ними пообщалась Виктория Науменко. Жанна Литвиненко приехала в Ухту с мужем Андреем из Мариуполя в начале апреля. 2 недели перед отъездом семья вспоминает как страшный сон. Все это время они провели в подвалах, укрываясь от обстрелов. Выехать из Мариуполя семья смогла только когда был уничтожен украинский блокпост. Все это время люди были без связи с близкими. Дочь Жанны в это время в Москве не находила себе места. Красиво там в Мариуполе было. И то, что мы видели, когда мы через 10 дней пошли другое бомбоубежище искать, вы знаете, это что-то с чем-то. Были захоронения, все это прям во дворах. Блокпост разбомбили украинский. Мы сели на наши машины, зять, мы. Так как у меня муж экскаваторщик, экскаватор просто защитил наш «Жигуленочек», шестерочку обычную. И мы сели и все поехали, в общем, на Мангуш. Мангуш 16 километров от Мариуполя. Мы ехали 8,5 часов. До такой степени была большая автоколонна. Мариуполь – родина супруга Жанны, Андрея. Сама женщина ухтинка, у нее российское гражданство и есть жилье в Ухте. А вот Андрей сейчас занимается оформлением документов. Мы сразу 6 числа пошли в ФМС делать мужу документы, сразу занялись этим. Нам предложили, конечно, вы знаете, в ФМС тоже отнеслись очень к нам хорошо в плане, что люди понимают. Сейчас мы делаем, конечно, разрешение, все, ждем вот документы, чтобы муж после того, как получит документы, он устраивался на работу. Я и сам смотрю, и мне звонят с биржи труда, вот это, или как правильно. Да, с биржи труда. Да, звонят, как бы предлагают. Но я пока документами решил уже заняться, порешать надо с правами, менять, можно по этим правам мне здесь работать, нельзя. Как бы, мне ходил на собрание, подсказали, куда обратиться. На прошлой неделе с беженцами в Ухте встречалась министр труда, занятости и соцзащиты Коми. Чаще всего звучал вопрос трудоустройств, предоставления муниципального жилья, переводах денег из гривен в рубли. Часть из них уже решена. Основной из проблем у нас, значит, на территории был перевод документов. Эта проблема решена. То есть мы нашли переводчика, он с нами сотрудничает. Уже на данный момент 2 семьи, значит, воспользовались их услугами. Так что проблемы решаются. У них есть и мой личный номер телефона, и рабочий телефон. То есть всегда, значит, мы с ними на связи без, скажем так, каких-либо трудностей, выходной это день, позднее ли это время, я всегда на связи беру телефон, и мы обсуждаем их проблемы. То есть в любом случае, если я их не могу ежесекундно решить, я их себе ставлю в отметки, соответственно, мы их решаем в любом случае. По словам руководства ухтинской администрации, первые беженцы начали прибывать в Ухту еще в начале марта. Поэтому подобные вопросы точечно уже отрабатывали. Но деятельность рабочей группы показала себя в разы эффективнее. Решать проблемы при поддержке республиканских ведомств получается более оперативно. Сейчас на очереди решение вопросов с беспрепятственными переводами гривен в рубли. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.